Здравствуйте, ребята! Тема нашего дистанционного урока – национальная игра Асык-Ату Шекем-Тас. Цель – познакомиться с национальной игрой, сохранить традиции и истории своей семьи, народа, научиться самому и научить других играть в Асык и Шекем-Тас. А теперь давайте, ребята, проведем разминку. Привет! Ну что, разомнемся? Идем на месте. Раз, два, раз, два. Шире шаг. Раз, два, раз, два. Остановились, потянулись и выполним наклоны головой. В одну сторону. Раз, два. В другую. Раз, два. Еще. Раз, два. Молодцы. Раз, два. А теперь, не поворачивая голову, глазками посмотрим вправо-влево. Вправо-влево. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Поморгаем. А сейчас вверх-вниз. Вверх-вниз. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Поморгали, поморгали глазками. Хорошо. Зажмурьте глазки. Раз, два, три. Откройте и посмотрим вдаль. Еще зажмурим. Раз, два, три. И смотрим вдаль. А теперь немножко потанцуем. Отлично, ребята! Пока! Я в соседний класс. Каждый асык может принять 4 основных положения и имеет значимость: алшы – первый, тай – второй, бык – третий, шик – четвертый. Существует огромное количество разных игр в асык. Вот некоторые из них. Игра хан. Играющий подбрасывает один асык, и пока тот летит, участник должен подхватить несколько асыков из круга, не задевая остальные. Тогда выигрыш он забирает себе. Если при этом игрок все же задеет 2-3 асыка, то ровно столько же своих асыков он должен поставить в круг. А игра переходит к другому участнику. Игра длится до тех пор, пока в кругу не заканчиваются асыки. Хан забирает последнюю очередь. Следующая игра омпы. Омпы – вертикальное положение асыка. В эту игру могут играть от 2 до 10 детей. Начертите на земле 2 черты, а между ними ровно посередине проведите линию. На этой линии будет кон. Каждый из игроков ставит на кон по 2 асыка. В центре кона ставьте один асык в положение омпы. А теперь, построившись у черты, по очереди выбиваете свои асыки. Асыки на кону. Выбитые вами асыки забирайте себе. Тот, кому удается выбить омпы, забирает себе весь кон. Тот, у которого окажется больше, чем у всех количество асыков, будет победителем в этой игре. А теперь следующая игра. Игра Шекем-Тас. Игра 5 камней. Из названия следует, что нам нужны 5 камней. Выбрасываем все 5 камушков. Они должны быть примерно одинакового размера. Выбираем один, подбрасываем, поднимаем второй. Откладываем в сторону, поднимаем следующий. И так все 4 камушка. Следующий кон мы берем по 2 камушка. Если у меня получилось, ход переходит к следующему игроку. Либо вы переигрываете, если играете в одиночку. Следующий ход 3 камушка. И последний. Теперь 4, соответственно. Таким образом. Следующий кон, как и первый, но при этом мы камушки продолжаем держать в ладошке, подбрасывая один из них. Следующий ход арка. Выстраиваем, как солдатиков, в один ряд. И наша задача загнать каждый из них в арку одного кона. Теперь ворота. Ставим вот таким образом руки, выбрасываем камушки через руку, выбираем один и забрасываем, как и в случае с аркой. Следующий вариант кона – стойло. Камушки можно пододвигать на начальном этапе. Хотя у профессионалов такой ход
запрещен. Двигать, как я сейчас двинула, тоже нежелательно. Я вам просто снимаю, чтобы показать сам принцип действия. Итак, и завершающий кон, как супер игра, нам нужно поймать, подкидывая все камушки. То есть берем один, ловим. Теперь мы подкидываем 2 и ловим 3. Вот таким образом. Теперь подкидываем 3, ловим 4. Подкидываем все 4 и ловим 5. Все, на этом игра закончена.